3, в Алданском 2, в Горном, Татинском, Хангаласских улусах по одному случаю. Необходимо обратить внимание, что Роспотребнадзор и учреждения здравоохранения работают по выявлению круга контактных лиц и по их изоляции. Как путем самоизоляции, так и, соответственно, путем размещения на амбулаторное лечение. Необходимо обратить внимание, и сегодня я бы хотела акцентировать внимание, что круг контактных лиц выявляется органами Роспотребнадзора Республики Саха-Якутия на основании заявления самого заболевшего. В связи с этим необходимо очень четко понимать, что вы являетесь контактным лицом только тогда, когда вас указал сам заболевший. И, соответственно, именно с ними работают органы Роспотребнадзора и учреждения здравоохранения. К сожалению, за прошедшие сутки у нас подтвержден один летальный случай от новой коронавирусной инфекции. За сутки лабораториями также проводятся у нас анализы. Количество анализов в рабочие дни, оно больше. Оно сегодня у нас составляет 4000 исследований на коронавирус. В настоящий момент все лаборатории работают в достаточно напряженном режиме и вновь перешли на круглосуточный режим. С чем это связано? Это связано прежде всего с тем, что мы, как и прогнозирование этого происходило, мы перешли на порог непосредственно повышенной, так сказать, готовности относительно ОРВИ и гриппа. И поэтому на настоящий момент в рамках подготовительной работы к сезону подъема именно заболеваний по ОРВИ и по гриппу продумана маршрутизация, предусматривающая разделение потоков. На 13 сентября дополнительно открыт еще один инфекционный стационар на 60 коек. И, соответственно, на настоящий момент в республике, в городе Якутске, я прошу прощения, развернутся 1629 коек. И, соответственно, по мере открытия дополнительных коек инфекционных стационаров, в том числе под ОРВИ и под грипп, будет, соответственно, сняты те вопросы, которые сегодня возникают, в том числе у граждан города Якутска, по длительной госпитализации. Необходимо обратить внимание, что в Минздраве работает круглосуточная линия, и, соответственно, для того, чтобы снимать вопросы, которые возникают с длительной, непосредственно госпитализацией, если такие вопросы возникают, и вы не можете дозвониться до своей поликлиники или до скорой помощи, обращайтесь на круглосуточную линию, и, соответственно, эти вопросы будут сниматься. В ближайшее время мы открываем еще 2 стационара на 180 мест, и поэтому сегодня наша главная задача всех вместе бороться с коронавирусной инфекцией и соблюдать те нормы и требования, которые предписаны санитарными врачами для того, чтобы постоянно не наращивать коечный фонд, и для того, чтобы в целом не болеть. Безусловно, сегодня под вниманием властей находится организация учебного процесса, потому что дети у нас начали учиться где-то очно, где-то дистанционно. Сегодня необходимо привыкать учиться и ходить в детский сад в новых условиях. Основная базовая позиция: если возникла ситуация, при которой ребенок или учитель оказался вирусоносителем, то выводится непосредственно класс или группа, в которой ребенок или учитель был учителем, и не более того, школа не закрывается, а продолжает свой учебный процесс. Сегодня это правила новые, и по этим правилам, та же самое правило касается и детского сада, выводится только одна группа. Эти правила, нам сегодня по этим правилам жить, для того, чтобы все вместе воевать против этого вируса. Момент, на который я бы сегодня хотела обратить внимание. Наши медики получают доплаты по постановлению правительства Российской Федерации и по соответствующему указу президента Российской Федерации. По этим выплатам никаких задержек у медицинских работников, в том числе мы вчера сверялись и с профсоюзами, нет. У нас есть дополнительные выплаты по постановлению правительства Республики Саха-Якутия. Вот по этим выплатам у нас непосредственно оплата идет по фактически выполненным работам, поэтому, соответственно, после того, как поликлиники и больницы сдают соответствующие объемы и обсерваторы, только после этого происходит оплата. Если эти вопросы также есть у медицинских работников, а я сегодня пользуюсь случаем и благодарю их за ту работу, которую они осуществляют, точно так же предлагаем обращаться в профсоюзы Якутии медицинских работников для того, чтобы эти вопросы снимать. Здоровье, соблюдайте нормы, это важно. Спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. Оставайтесь с нами.
Спасибо.